уважаемые участники бизнес-форума, дорогие дамы и господа, от имени делегации Кыргызской Республики и от себя лично сердечно приветствую всех участников первого кыргызско-французского бизнес-форума. Выражаю глубокую признательность уважаемому генеральному директору MEDEF International, господину Филиппу Готье и французскому народу за теплое гостеприимство и радушие, оказанное делегацией Кыргызской Республики в одном из красивейших городов мира, городе Париже. Для меня большая честь лично встретиться с деловыми кругами Французской Республики на совместной бизнес-площадке, которая будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Французской Республикой. Франция – это мир высокой и изысканной культуры, источник многих научных открытий, центр экономических и политических решений, родина выдающихся философов, страна, которая захватывает своей богатой историей и очаровывает неповторимой архитектурой. Мы высоко ценим наши дружественные отношения, установившиеся между странами. Сегодняшний форум, несомненно, говорит о намерениях сторон в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества. Настало время придать нашим взаимоотношениям еще более содержательный и практический характер. Отмечая важность и продуктивность работы в рамках двустороннего диалога, мы решили провести кыргызско-французский бизнес-форум, тем самым повысить уровень двустороннего сотрудничества в ключевых секторах. Уверен, что сегодняшняя встреча предложит нашим предпринимателям новые возможности для развития делового партнерства. Уважаемые участники форума, Кыргызстан находится на маршруте уникальной торговой магистрали, Великом шелковом пути и располагается между Европой и Азией. Занимая выгодное географическое положение на торговых путях, наша страна может стать мостом между Востоком и Западом. В настоящее время на стадии активной проработки находится проект по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Успешная реализация этого проекта соединит около 4 миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки, открыв тем самым окно в необъятный рынок. Вместе с тем прорабатывается маршрут южного транспортного коридора по маршруту Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Европа. Кыргызстан – край невероятно красивых гор и кристально чистых вод, которые на 95% состоит из гор и экспортирует за рубеж талую ледниковую воду. Натуральный горный мед, собранный на заповедных землях. Вкуснейшее мясо и молочную продукцию животных, которые питаются исключительно горными травами. Фрукты и сухофрукты с насыщенным вкусом, выращенные в лучших садах. Орехи, собранные в уникальных реликтовых лесах с тысячелетней историей. Имеются все возможности экспорта органических продуктов на рынок Франции, включая экспорт экологически чистой продукции по линии ВСП+. Уверен, что это заинтересует вас. Мы заинтересованы в опыте Франции по внедрению новых технологий в агропромышленном комплексе, а также готовы рассмотреть предложения французских компаний по созданию совместных агропромышленных предприятий. Уважаемые участники форума, мы восхищаемся уровнем развития туристической индустрии Франции. На протяжении многих лет Франция является первым туристическим направлением в мире. И здесь у нас, наших стран, широкие перспективы для сотрудничества.
Ведь Кыргызстан, как и Франция, страна со сказочной, живописной, первозданной природой, обладает высоким туристическим потенциалом. Учитывая колоссальный французский опыт, мы предлагаем вам инвестировать также в туристическую отрасль. Призываю к активному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов в туристической отрасли страны, в частности в строительство горнолыжных баз, отелей, реконструкцию рекреационных учреждений и другие проекты. Мы предоставим комфортные условия и окажем необходимую поддержку. Уважаемые коллеги, энергетика является ключевым фактором успешного и устойчивого развития. Кыргызская республика крайне заинтересована в сотрудничестве в сфере внедрения чистой энергетики. В настоящее время Кыргызстан использует около 13% своего гидроэнергетического потенциала. В то же время республика также обладает высоким потенциалом ВИЭ, как гидроэнергия, солнечная энергия, ветровая энергия и энергия геотермальных вод. Приглашаю крупные международные компании Франции с безупречной общепризнанной репутацией к совместной реализации проектов в сфере энергетики. Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем, но и железом, титаном, ураном, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос. Мы приглашаем наших французских партнеров к совместной геолого-разведочной работе. Дорогие друзья, Кыргызская республика стала гораздо привлекательной для инвесторов, поскольку после проведенных масштабных реформ страна имеет весьма благоприятные условия для ведения бизнеса. Благодаря преобразованиям приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличивается уверенно. Уважаемый господин Филипп Готье, уважаемые гости и участники форума, выражаю признательность за проявленную заинтересованность в укреплении сотрудничества с Кыргызстаном. Призываю деловые круги Франции к активной работе с нашими предпринимателями, поиску точек соприкосновения и запуску масштабных проектов. Желаю всем гостям и участникам Кыргызско-французского делового форума плодотворной работы и успехов во всех начинаниях. Благодарю за внимание.